В эфире информационный выпуск Амшаюкшара. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных темах. В Ачамчире продолжаются работы по полной реконструкции системы водоснабжения. В Сухумском районе заменены электросети, установлены новые трансформаторы и приборы учета. В Агу прошла первая международная научно-практическая конференция «Зарождение и развитие идей о правах и свободах человека». Культурно-благотворительный фонд «Ашан» открывает сбор средств на приобретение инвалидных колясок подопечным фонда. Владимир Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году. Об этом стало известно на церемонии награждения Героев России в Кремле. Поддержку решению Владимира Путина о выдвижении на президентских выборах выразил президент Абхазии Аслан Бжаня. Масштаб вызовов и угроз в современном мире требует глубокого анализа и решительных действий. Авторитет, опыт и лидерство Владимира Путина необходимы для формирования справедливого многополярного мира, укрепления позиций глобального большинства. Масштабная народная поддержка подтверждает эффективную стратегию Владимира Путина по развитию экономики, социальной сферы, укреплению международных позиций Великой России. Воссоединение Крыма и 4 новых регионов с Россией, начало специальной военной операции стали символами восстановления справедливости в глобальной политике. И это заслуга Владимира Путина, говорится в тексте главы Абхазского государства. Аслан Бжаня пожелал российскому коллеге крепости духа и сил в борьбе с глобальной несправедливостью. Завершен очередной этап реконструкции системы водоснабжения в городе Ачамчира. На первом этапе была построена новая водозаборная станция. Вторым этапом стала реконструкция водозаборного накопителя. До сегодняшнего дня работал только один из 2 резервуаров, из-за чего не хватало воды для полноценного обеспечения города. Третьим этапом будет произведена замена городской водопроводной сети. Тему продолжит Асида Малия. Подача воды в Ачамчиру последние годы осуществлялась с перебоями. Прибегали к крайним мерам. Население получало воду по графику. Дело в том, что в системе водоснабжения уже 47 лет, потому частые поломки были неизбежны. Для улучшения этой ситуации руководством страны было принято решение о полной реконструкции системы водоснабжения, правда, не сразу, поэтапно. После возведения новой водозаборной станции реконструировали водозаборный накопитель, а установленные 2 резервуара дадут возможность иметь в запасе необходимый объем воды, которой раньше всегда не хватало. Объект пришлось восстановить, он был не функционирующий. Здесь в данном случае 2 резервуара, который один был функционирующий и питал город, второй был не функционирующий. Соответственно, не хватало этой воды всему городу, и поэтому было принято решение сделать здесь капитальный ремонт и все поменять, чтобы оно было рабочим. Подводящие трубы, которые есть, мы их будем менять. Все, что связано с внутренней шахтой, оттуда идет труба 250-я, которая идет на сброс ила, и поэтому нужно ее проложить дальше в поле, чтобы туда сбрасывался ил. Службы провели капитальный ремонт внутренней части резервуара, а также усилили плиты перекрытия, демонтировали старый слой штукатурки на стены и на основании резервуара, нанесли гидроизоляцию и дополнительно заштукатурили стены. Вместе с тем параллельно велись ремонтные работы самой шахты. В этом месте располагалась шахта. Мы провели демонтаж верхней надземной части, после чего открылась ее внутренняя часть. Мы меняем полностью все подводящие трубы, меняем все задвижки, все коммуникации, которые здесь были, они уже пришли в негодное состояние. В принципе, это видно, как сейчас все это течет. После этого все уже это будет новое, и можно будет нормально эксплуатировать резервуар. Весь разводящий узел, куда подходит напорный водопровод. И также оттуда идет на сброс ила. Вот весь этот узел мы полностью меняем, включая строение. То есть оно было на минусовой отметке под землей. Мы полностью его демонтировали, после чего сейчас все это соберем. С завтрашнего дня у нас в городе должны отключить воду на несколько дней, чтобы мы запустили первый раз на пусконаладку сам резервуар. И после чего у нас продолжится дальше работа уже по сбору именно самой шахты. Несмотря на то, что ввод в эксплуатацию второго резервуара является важным этапом в восстановлении городского водоснабжения, начальник муниципального управления водоканала администрации Ачамчирского района Авдений Джопуа предупреждает, что ситуация глобально не изменится из-за состояния городских водопроводных сетей. Квартальная и кольцевая система, по его словам, не менялись еще с советских времен, что приводит к большому количеству утечек воды. Бассейн сегодня, который
отремонтирован, он очень хорошо будет принимать воду из Моквы к накопителям Ачимчирским. Это будет вторым этапом, а третьим этапом, наверное, чтобы улучшить воду и качество, и подачу, придется третий этап ждать нашим гражданам, чтобы отремонтировать и поменять сеть водопроводных линий по городу. Это квартальные и кольцевая система. На 8 декабря намечен тестовый ввод в эксплуатацию резервуара. На период пуска наладочных работ до воскресенья в Ачимчире будет прекращена подача воды. Идут в бассейне ремонты, которые неотложные. Из-за того, что без этого невозможно, мы отключаем воду на 3 дня. Если это принесет вам неудобства, извините нас. Начальник водоканала обратился к жителям с просьбой отнестись с терпением к временным неудобствам, ведь это один из этапов работ, от которой зависит восстановление водоснабжения. Асида Малия, Абхазское телевидение. В Москве прошел совместный семинар по обмену опытом представителей Контрольной палаты Абхазии и Счетной палаты России. Были рассмотрены темы: аудит эффективности, аудит программ и проектов, роль высших органов аудита в развитии среды добросовестности. От Контрольной палаты Абхазии в семинаре приняли участие руководитель аппарата Саид Цушба, аудитор Инга Черекба и сотрудники палаты Алиса Ахиба и Владимир Агумава. Черноморэнерго продолжает работы по замене электросети и трансформаторов, что, безусловно, должно отразиться на качестве энергоснабжения. Алика Трапш расскажет о работах, проведенных в Сухумском районе. В селе Нижняя Ишера в районе Кутыщха силами Сухумского районного филиала Черноморэнерго и при поддержке администрации района были проведены работы по строительству воздушных линий 10 и 0,4 киловольт. Установили порядка 35 новых железобетонных опор, а также провели воздушную линию 10 киловольт протяженностью 800 метров и линию 0,4 киловольт протяженностью 1 километр. Кроме того, на данном участке был установлен новый трансформатор мощностью 400 киловатт. Линия была проблемная, так как провода были обветшавшие, население постоянно жаловалось, то есть создавало проблемы и населению, и, соответственно, работникам районной электросети. Аварийные бригады приходилось в неделю по несколько раз выезжать для устранения аварий. Строительство данной линии исключило любые обращения населения по поводу общих сетей. Раньше, если питание данного района было от одного трансформатора, который стоял на территории школы, на сегодняшний день школа питается своим собственным трансформатором, а население, включающее в себя секционные дома и близ прилегающие частные дома, теперь питаются от нового трансформатора. В селе Гумиста по улице братьев Визугбая на 8 трансформаторных подстанциях специалисты установили приборы учета в количестве 250 единиц. По улице Ишерская порядка 200 счетчиков. В целом по физлицам установлено порядка 450 приборов учета. В данном случае на трансформаторах устанавливается балансовый прибор учета, плюс маршрутизатор, который собирает всю информацию и передает в абонентский отдел. Там для мониторинга расходов. После установки приборов учета, можно сказать, снизилась нагрузка на сети. Соответственно, напряжение в домах у людей стало, качество улучшилось. Соответственно, наши граждане понимают всю ситуацию и, можно сказать, благодарят нас за это. За 2023 год в Сухумском районе Черноморэнерго провел ремонтно-восстановительные работы на 20 объектах в селах Нижняя и Верхняя Ишера, Яштхо, Гумиста, Дзукта, Киласур. Были произведены работы, включающие в себя замену опор, установка дополнительных трансформаторов к населению и замена проводов 0,4 киловольт. Соответственно, были еще построены высоковольтные линии 10 киловольт. Все вместе, если считать по низкой стороне, это 0,4 киловольт, было заменено порядка 11 километров. Такой объем работ, проводимый районной электросетью по замене именно проводов по 0,4 киловольт, это беспрецедентно. В новом году Черноморэнерго планирует заменить порядка 10 километров воздушной линии 0,4 киловольт в Сухумском районе. Алика Трапш, Раму Камке, Абхазское телевидение.
133 майнинг-аппарата выявлено за период с 5 по 8 декабря текущего года. Далее оперативная съемка МВД. 133 майнинг-аппарата выявлено за период с 5 по 8 декабря текущего года. Оперативную информацию реализовали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии и при участии специалистов Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам потребительскому и техническому надзору в лесном массиве села Кутола Чимчирского района обнаружили майнинг-ферму на 96 аппаратов по добыче криптовалюты. На момент проведения оперативных мероприятий аппараты были подключены к единому оператору электросети «Черноморэнерго». Мощность потребляемой электроэнергии составила 124 киловатт-час. Владелец незаконно действующего объекта Кикелия Тимур Гурамович привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьей 96 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия. Оборудование изъято и помещено на склад временного хранения Госстандарта Абхазии. В селе Тара-Армянская Чимчирского района 10 аппаратов по добыче криптовалюты изъяты сотрудниками районного отдела внутренних дел совместно со службой государственной безопасности и Госстандарта Абхазии Узейтуняна Артура Карапетовича. Участковыми уполномоченными первого отдела милиции столичного УВД на приусадебном участке Ахба Дениса Раминовича по улице Арцах в городе Сухум обнаружено 11 аппаратов по добыче криптовалюты. Оборудование отключено и изъято сотрудниками Госстандарта Абхазии. 6 аппаратов по добыче криптовалюты были обнаружены в нефункционирующем здании бывшего универмага в городе Гагра сотрудниками милиции общественной безопасности Гагрского УВД совместно с райотделом СКБ Абхазии. Оборудование, принадлежащее Головину Артуру Викторовичу, изъято. Оперативную информацию, поступившую на горячую линию МВД, сотрудники УВД по Гагрскому району совместно со службой госбезопасности республики реализовали в городе Пицунда. При обследовании участка местности в районе цитрусового совхоза в блочной постройке на территории частного домовладения обнаружена майнинг-ферма. На момент проверки к электросети были подключены 10 аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащие Шамба Стамуру Юрьевичу. Оборудование изъято и складировано в помещении Гагрского районного отдела службы государственной безопасности. Первая международная научно-практическая конференция «Зарождение и развитие идей о правах и свободах человека», посвященная 75-летию принятия Генеральной Ассамблеи ООН Всеобщей декларации прав человека, прошла в Абхазском государственном университете. Организатором мероприятия выступил аппарат уполномоченного по правам человека. Подробности в репортаже Рады Чичава. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Так гласит первая статья Всеобщей декларации прав человека, к юбилейной дате принятия которой и была приурочена международная конференция. Права человека – универсальная ценность, объединяющая страны, нации и даже континенты. Совместная работа над наилучшей реализацией защиты общечеловеческих прав – главная цель мероприятия. В свете последних событий, происходящих в мире, мы видим, что множество стран, в том числе и руководство нашего стратегического партнера Российской Федерации, уделяют особое внимание вопросам защиты прав человека и взаимодействуют с Институтом омбудсмена. Мы открываем нашу первую международно-практическую конференцию «Зарождение и развитие идей прав и свобод человека». Сегодня мы услышим доклады, посвященные данной теме. Хочу отметить, что по итогам собрания будет издан бюллетень конференции. Права человека – это не только про правовую защиту и взаимодействие граждан с государством. Прежде всего, это защита чести, достоинства и свободы каждого индивида. Всеобщая декларация прав человека, важнейшие принципы которой разделяет и поддерживает и наша республика, является основополагающим документом исторической важности, в разработке которого принимали участие специалисты из всех стран и регионов планеты. Однако работа на благо исполнения всех статей декларации продолжается и по сей день. Для нас это является очень важным аспектом ценности, то, чем располагает наше общество. И в этой ситуации главным моментом является возможность трансляции того, что мы имеем в виде традиционных ценностей, в современную артикуляцию, в современных представлениях о том, как должны выглядеть права человека в нашем обществе. И с этой точки зрения наша сегодняшняя встреча
представляет собой очень важный аспект в дальнейшем развитии прав человека в нашей стране. Статья 7 Всеобщей декларации прав человека гласит: «Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона». Выступившая с приветственным словом Диана Пилия, заместитель председателя Конституционного суда Абхазии, отметила, что деятельность двух государственных институтов – аппарата уполномоченного по правам человека и Конституционного суда – тесно взаимосвязана и направлена на обеспечение равных прав для всех. Защита прав и свобод человека, она включает в себя или предполагает создание целой правовой системы. И это и механизмы защиты, и вопросы ответственности, а также, конечно же, самое главное, наверное, чтобы каждый понимал еще и меру ответственности как государства за нарушение этих прав, так и каждый отдельный человек. Выступая на конференции, председатель Комитета по государственно-правовой политике, депутат Народного собрания Абхазии Дауд Хутаба отметил, что в работе профильного комитета особое внимание уделяется именно правам человека. Постоянно в своей работе мы занимаемся этой тематикой. Нам есть чем гордиться. Есть проблемы, которые нам еще необходимо решить. Я в целом говорю о государстве, даже не о работе комитета. Вот. И я, учитывая, что это конференция научно-практическая, очень хотел бы попросить вас, Анна Руслановна, что в конце уже по итогам результаты этой конференции также были нам в комитет предоставлены, чтобы мы могли рассмотреть их. В международной конференции также приняли участие представители аппаратов уполномоченных по правам человека дружественных Абхазии стран. Например, уполномоченный по правам человека Ярославской области, Приднестровской Молдавской республики и уполномоченная по правам ребенка при президенте Южной Осетии Аэлита Джиоева. Права граждан Южной Осетии постоянно ущемлялись во время многолетних масштабных военных действий со стороны Грузии. Но мы знаем, что в 2008 году Республика Южная Осетия была признана государством Российской Федерации и двумя республиками, это Никарагуа и Венесуэла. И с тех пор уже идет новый отчет во времени, когда Южная Осетия свободное, независимое государство. И здесь институт уполномоченного, несмотря на то, что он достаточно молодой, тем не менее он занимается на достаточно таком высоком уровне, защищает права наших граждан. Подробным докладом о работе Института уполномоченного по правам человека в Абхазии выступила юрист аппарата Линда Авицба. Вот уже на протяжении почти 2 десятилетий под разными названиями этот государственный правозащитный орган действовал в структуре исполнительной власти при президенте Республики Абхазия, то есть входил в структуру администрации главы государства. Первым таким органом стала Комиссия по правам человека при президенте Республики Абхазия, созданная указом главы государства 21 марта 1997 года. С докладами на конференции также выступили студенты разных направлений и факультетов Абхазского государственного университета. Рада Чачава, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. В Гагре прошла процедура парафирования проекта соглашения об установлении дружественных отношений между представительными организациями власти собрания Сочи и собрания Гагрского района. Детали у Сарии Кварацхелия. Делегация во главе со специальным представителем собрания Сочи по международным связям, депутатом Юрием Немцовым, вместе с гагрскими коллегами возложили цветы к мемориалу погибшим во время Отечественной войны народа Абхазии в Гагре. Прогулявшись по окрестностям Старой Гагры, перешли к основной части мероприятия – процедуре парафирования проекта соглашения об установлении дружественных отношений между представительными органами власти городского собрания Сочи и собрания Гагрского района. Способствовать развитию братской дружбы, основанной на духовных и культурных ценностях наших народов, осуществлять деятельность в направлении установления партнерских связей между молодежными, культурными, образовательными и туристическими организациями сторон. Главная цель соглашения. У нас 2 больших договора от 2008 года и от 2014 года, на которые мы основываемся, плюс еще более 200 межведомственных соглашений. Этот проект, который мы сегодня с Юрием Сергеевичем запарафировали, будет еще одним шагом для развития наших двусторонних отношений. Я очень рассчитываю на то, что мы именно в социальном направлении будем сотрудничать и работать интенсивно и динамично. В продолжении наших больших договоров между нашими странами
и между уже на муниципальном уровне между собраниями города Сочи и собранием Гагрского района. Соглашение предполагает, что наши братские, дружеские отношения будут в рамках этого договора развиваться еще более целеустремленно, и мы сохраним все то, что было создано до нас, и приумножим. Депутат городского собрания Сочи Ольга Лёд отметила, что для сочинского парламента это знаменательное событие. Цитируя высказывание «ближний сосед лучше дальнего родственника», Ольга Владимировна поблагодарила абхазских коллег за теплый прием и выразила надежду на дальнейшую совместную плодотворную работу. Любое сотрудничество – это всегда успех. Меня очень радует молодой возраст вашего парламента, молодые депутаты по возрасту. Это люди, которым все по плечу, которые не боятся никаких трудностей. Это здорово. Они готовы взять на себя ответственность перед своими избирателями. В завершении встречи депутаты собрания Гагрского района сделали памятные подарки коллегам из Сочи. Подписание соглашения проекта пройдет уже в Сочи 15 декабря. Сария Кварцхеля, Адам Арджения, Абхазское телевидение. МВД Абхазии продолжает усиленные рейдовые мероприятия, направленные на выявление лиц, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также предупреждение аварийности на дорогах. Об этом в материале пресс-службы ведомства. По приказу министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Кют в республике проводятся усиленные рейдовые профилактические мероприятия, направленные на выявление лиц, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также направленные на снижение аварийности на дорогах, в том числе с летальным исходом. Ежедневно сотрудники ГАИ патрулируют дороги городов и районов, ведут активную работу на стационарных постах ДПС. Подводя промежуточные итоги, можно говорить об улучшении статистики так называемых пьяных водителей, снижении гибели и травматизма на дорогах. За 11 месяцев 2023 года сотрудниками ГАИ было выявлено 74 890 административных правонарушений. Из них за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения 4430. Лишено права управления транспортными средствами 2250 человек. За 12 месяцев 2022 года было лишено права управления транспортными средствами 1499 человек. С 15 мая 2023 года, с момента вступления изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части ужесточения санкций за езду в нетрезвом состоянии, было выявлено 1430 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения. 1268 были лишены права управления транспортным средством на срок 6 месяцев и подвергнуты административному штрафу в 30 тысяч рублей. 87 человек были подвергнуты административному аресту на 15 суток. Направлено в суд на рассмотрение 231 материал для принятия дальнейшего решения. За 11 месяцев 2023 года зарегистрировано 170 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 52 человека и получили ранения 237. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 201 ДТП, в которых погибло 62 и получили ранения 281 человек. Таким образом, разница в количестве дорожно-транспортных происшествий составляет минус 31, погибших минус 10, раненых минус 44. 8 декабря рейдовые мероприятия проходили с упором на Гудаутский район, который по статистике остается наиболее аварийно опасным. Большое количество ДТП происходит именно на этом участке республиканской трассы. На посту Бомбора с применением ротации кадров службу несли сотрудники центрального аппарата УГАИ и силы спецвзвода ДПС. Рейд проходил под контролем заместителя министра, полковника милиции Беслана Чкадуа. Особое внимание правоохранители уделяют водителям, управляющим автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Сотрудники напоминают о недопустимости вождения автомобилем в нетрезвом состоянии и призывают к особой бдительности водителей ввиду приближения новогодних праздников. Уважаемые граждане, Управление государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия предупреждает о недопущении управления автотранспортом в состоянии опьянения. В преддверии новогодних праздников не подвергайте себя и других участников дорожного движения опасности. Нас всех ждут дома.
По итогам рейдового профмероприятия составлено 55 административных протоколов о правонарушениях. 5 водителей, пребывавших за рулем в состоянии опьянения, лишены права управления транспортным средством на срок 6 месяцев и подвергнуты штрафу в 30 тысяч рублей. Усиленные рейды сотрудники милиции продолжат далее, работая в ежедневном режиме. Усилить работу по выявлению фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, поднять показатели оперативно-розыскной деятельности по установлению местонахождения и задержанию лиц, скрывающихся от следствия и суда, повысить раскрываемость преступлений, направленных против здоровья населения и общественной нравственности. Министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства. Роберт Киут также поручил усилить проведение рейдовых мероприятий, направленных на борьбу с нарушителями правил дорожного движения и работу по охране общественного порядка и безопасности в местах проведения предновогодних массовых мероприятий. Кроме того, министр обратил внимание на необходимость наращивания темпа в борьбе с незаконной добычей криптовалют. В Абхазии презентовали новый препарат для лечения инфаркта миокарда и ишемического инсульта – фортелизин. О свойствах препарата, практике его применения и результатах исследований рассказал главный внештатный специалист Минздрава Ростовской области по неврологии Ирина Кладова. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будма отметил интерес абхазской медицины к новому препарату в связи с его высоким качеством и доступной ценой. А также отметил, что поручил профильным отделениям изучить его для принятия решения о возможности введения в практику. В Росдраме прошел пресс-показ спектакля «Стеклянный зверинец» Тенниса Уильямса в постановке Марка Вдовина. В спектакле заняты актеры, заслуженная артистка Абхазии Анна Гюригян, Саид Лазма, Милана Ломия и Эмиль Петров. Пьесу «Стеклянный зверинец» отличает интересный сюжет, мастерски выписанные характеры, блестящие диалоги. Все составляющие настоящего психологического театра. Но существо пьесы определяется то, что трудно выразить словами. Ее атмосфера, поэтичность, магическая аура. На постановку спектакля приглашен уже известный абхазскому зрителю московский режиссер и актер Марк Вдовин, художник спектакля Мария Бутусова. Премьерные показы состоятся 8, 9 и 10 декабря. Сейчас будет первое соприкосновение спектакля со зрителем. Лично для меня эта пьеса интересна тем, что она написана в жанре, знаете, живого психологического театра. Это и есть психологический театр, где акцент на глубокой проработке внутренней жизни персонажей, на взаимоотношениях, на том, что называется жизнь на сцене. Спектакль очень эффектный, красивый, с такой, знаете, впечатляющей декорацией художника Марии Бутусовой. Но главный акцент на актерах. Я очень надеюсь, что вот в процессе демонстрации этого спектакля те цели, которые были поставлены режиссером, то, чего я как директор театра и художественный руководитель театра жду от актеров от этого спектакля, что все это начнет возникать. Спектакль возникает только тогда, когда в зале есть зрители. И вот мне очень интересно вместе вот с первыми зрителями посмотреть, что у нас возникает, что у нас рождается. Что нового для меня, как для актера? Естественно, это внутреннее самочувствие, новые проявления какие-то, которые я до этого в себе, наверное, мне не предоставлял такой возможности еще делать. Я люблю очень нашего режиссера, мы с Марком уже делали классную работу. Было работать очень комфортно, и мы знаем уже Машу Бутусову, которая делала у нас маму как художник-постановщик. Вот, поэтому работа была интересная. Я не буду скрывать, мне эту пьесу дал директор театра. Я ее прочел, сначала мне показалось сентиментальной, мелодраматичной, что мне не близко, судя по моим спектаклям. Я люблю как бы жесткость, ироничность. Вот. А здесь мне показалось как-то все очень мило, мелодраматично. Но в результате, в процессе, влюбляясь в актеров, а я буду признаваться в этом, потому что действительно для меня важно влюбляться в актеров.
И здесь я влюбился в каждого, и они прекрасны. И они меня заставили по-другому посмотреть эту историю. И мне показалось, она действительно очень жесткая, очень беспощадная по отношению к людям. Конечно, хотелось, чтобы люди задумались после этого спектакля. Я задумался, мы с ребятами задумались. И хочется, чтобы зритель тоже задумался над тем, а не живут ли они в иллюзиях, а как они выстраивают отношения со своими близкими. Там будет персонаж, который мне очень трогательная, Лаура. Но я его так понимаю. Она сама себя загнала в то, что она инвалид, что с ней что-то не так. Вообще ее жизнь закончена. 24 года. И я хочу, чтобы люди в зале, как и я, собственно, задумались над тем, а может быть, все-таки не все так ужасно, как нам кажется. Культурно-благотворительный фонд «Ашан» открывает сбор средств на приобретение инвалидных колясок подопечным фонда с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. Помощь нужна Лаше Чичевой и Денису Малишава с диагнозом ДЦП. Из-за сложности заболевания у ребят наблюдаются двигательные нарушения, ограничивающие их подвижность. Решить эту проблему поможет использование специальных технических средств. Стоимость колясок почти 650 тысяч рублей. Шазина Ханагуа расскажет подробнее. 8-летний Денис Малишава с большими выразительными глазами, говорящими больше, чем он сам. С виду и не скажешь, что мальчик чем-то отличается от сверстников. Любознательный, улыбчивый и внимательный. Ему нравится общаться с детьми, играть и познавать мир. Но, к сожалению, из-за своей болезни он лишен возможности развиваться, как его сверстники. Виной всему страшный диагноз – детский церебральный паралич. Денис не может самостоятельно ходить и говорить. Мы находились в Германии тоже, он там лечился, но, к сожалению, отсюда пришли, там денег мало было, и пока что здесь, в Абхазии. Врачи дают все возможное и делают, чтобы ребенка, чтобы лучше было. Стараемся как можем. Он мультики любит смотреть, с братом играет. Он любит гулять. Да. За это будет удобнее, чтобы коляска была, чтобы прогулять ребенка. В коляске нуждается еще один подопечный фонда – 17-летний Лаша Чичуа с таким же диагнозом. Историю мальчика наверняка многие помнят. Практически с младенчества он борется с болезнью. С первого года жизни и по сей день жизнь Лаши – сплошной курс реабилитации. Походы по врачам, обследования, прием медикаментов, ЛФК. Лаша очень любит футбол. Однако тогда, когда его сверстники гоняют мяч, вовсю познают мир и развиваются, для него это пока еще остается мечтой. Электронную. Больше хочу электронную, чтобы двигаться. По городу в машину, если будет, как хорошо. В машину, если складываться, то тоже будет как хорошо. А эта электронка сама двигается. Да, там на пульте. Сможешь сам управлять. Да, вот это хочу. Если Боженька мне поможет, как хорошо будет везде двигаться. Смог бы вот это сделать. Ходули и костыли хочу. Костыли, чтобы это двигаться еще руками. Не до конца, но еще буду растягивать, посмотрим. Из-за сложности заболевания у ребят наблюдаются двигательные нарушения, ограничивающие их подвижность и, соответственно, мешающие социализации и познанию окружающего мира. Решить эту проблему поможет использование специальных технических средств. Кресла, коляски для детей с ДЦП соответствуют важным принципам. Как можно больше самостоятельной активности, помощи ровно столько, сколько необходимо. Средства реабилитации для детей с ДЦП поддерживают туловище и стабилизируют таз, не заменяя при этом работу собственных мышц. Они комфортны и защищают кожу ребенка. Естественно, эта коляска должна подобрана быть, зная на какой период. Потому что дети растут, и же люди там тоже. Поэтому на какой-то период их заканчивают, например, Лашик. Он уже вырос с этой коляски, ему не очень удобно, поэтому подбирать уже нужно другой размер. И, естественно, для какой цели она преследует, какие цели. Естественно, прежде всего передвижение, интеграция общества. Они могут только таким образом себя показать. Многие очень одаренные, даже у нас есть дети, которые изучают иностранные языки, хотят, но без этих маленьких передвижений это будет очень сложно.
Ну, естественно, у нас еще есть коляски не только такие, у нас есть и плавание коляски. Мы имеем специализированные коляски, которые в акватории нашего моря не получают большое удовольствие. То есть доступная среда – это и есть для них коляска. Важно отметить, что на каждого ребенка инвалидная коляска подбирается индивидуально. При выборе учитываются возраст, вес, рост, физиологические особенности. Индивидуальный подход особенно важен, ведь неправильно подобранная коляска может еще больше навредить здоровью. Фонд уже подобрал индивидуальные коляски, подходящие по всем параметрам каждому ребенку. Из-за сложности заболевания ребята ограничены во многом, что с легкостью дается их сверстникам. Они не могут самостоятельно передвигаться, как таким этого хочется, без посторонней помощи. На данный момент нам необходимо собрать 650 тысяч рублей на приобретение 2 инвалидных колясок наших подопечных. Данные инвалидные коляски, которые нам сейчас необходимы, производятся в России, в Москве. Они уже много лет занимаются изобретением этих колясок, уже имеют мировой опыт, они очень удобные, комфортные, то есть уже мы планируем в дальнейшем, как будет собрана сумма необходима, заказать, уже связаться с данной компанией и заказать у них эти коляски. Дома или на улице, самостоятельно или с помощью сопровождающего лица, на короткие или дальние расстояния. Детские коляски активного типа позволят развиваться и самостоятельно решать повседневные задачи. Благодаря коляскам родители смогут решить проблемы беспрепятственного передвижения и самообслуживания детей, а жизнь мальчиков с ограниченными физическими возможностями станет полноценной. Сейчас от нас с вами зависит будущее этих детей. Только объединив усилия, мы сможем собрать необходимую сумму – 650 тысяч рублей. Помочь Лаше и Денису можно, отправив СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать по телефону 773 50 50 или на официальном сайте КБФ Ашана. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 9 и 10 декабря на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу без осадков, в воскресенье временами дождь разной интенсивности, гроза. В горах снег. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем 10-15 тепла. Температура морской воды плюс 14. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.